Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. О подготовке к пожароопасному сезону, о мерах, принимаемых соответствующими структурами, ответственными за безопасный пожароопасный период, координации их деятельности и прогнозах на весенне-летний период мы сегодня поговорим с гостем студии Дмитрием Лепчиковым, министром по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизни населения Республики Саха. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, каковы прогнозы на пожароопасный период в этом году? Ну, в целом, мы прогнозы будущих периодов мы получаем, конечно, в начале, в конце месяца, ну и дальше уточняются еженедельными прогнозами. Но в целом мы уже на сегодняшний день получили предварительный прогноз догоримости лесов Федеральной авиалесоохраны, где территории этой республики, особенно в июне, июле, все-таки показывают высокую догоримость на территории нашей республики. И в связи с этим при получении уже уточненных прогнозов, это будет в конце апреля, в начале мая, мы тоже в связи с уточненными прогнозами будем корректировать свои планы. Но исходя из анализа до прошлых лет, все-таки показывает о том, что на территории этой республики у нас горимость очень высокая. Это засушливое лето, дефицит осадков, ну и сухие грозы, это показывает об высокой горимости. Плюс ориентируемся на прогноз погоды, потому что почва после зимних осадков может быть недостаточно увлажненной. Да, что тоже чревато. Дефицит осадков в этот период и могут повлиять на высокий уровень и высокий риск по пожароопасности на территории республики. А как в целом сейчас идет подготовка к пожароопасному сезону? Ну, в целом все регламентирующие нормативно-правовые акты правительством республики приняты. Приняты положения, порядки, и в том числе и органам местного самоуправления, предприятиям, организациям, промышленным предприятиям, сельскохозяйственным предприятиям поставлены каждому четкие задачи о подготовке к пожароопасному сезону. Также нормативным актом постановления правительства этой республики был принят перечень населенных пунктов, подверженных угрозе природных ландшафтных пожаров, где администрациями этих населенных пунктов в полной мере нужно выполнить комплекс мер по предупреждению этих природных ландшафтных пожаров, а это 461 населенный пункт. Ну и сегодня идет активная фаза в подготовке. Это и должны обустроить, в том числе и обустроить минерализованные полосы, противопожарные разрывы, проверить водоемы и подъездные пути, проверить и систему оповещения, ну и силы, средства, в том числе и технику, та, которая будет применяться в летний период. А вот если говорить о силах и средствах, уже известно, сколько человек привлекут? Ну, в соответствии с планом действий, утвержденной республикой, общие силы, средства Якутской территориальной подсистемы, это куда входят и силы органов местного самоуправления, как я и сказал, органов и предприятий, организаций, это составляет более 24 тысяч человек, порядка 6,5 тысяч техники, ну и авиационная техника, плавсредства, ну и шансовые инструменты. И, ко всему прочему, эта работа идет во взаимодействии с органами местного самоуправления.
непосредственно, активно, очень тесное взаимодействие. Почему? Потому что все-таки органы местного самоуправления, они и проводят и профилактику, и профилактическую работу, информирование местного населения по повышению пожарной безопасности или профилактической работы по осторожности с огнем в лесах или на природе. Ну а также силы, средства органов местного самоуправления, они являются первым звеном реагирования при тушении ландшафтных природных пожаров на территории республики. И также здесь задействованы подведомственные учреждения? Уже после того, как, например, где-то в муниципалитете... Да, у нас есть алгоритм, регламент при ухудшении этой ситуации или при недостаточности средств на территории после определенного периода применяются силы и средства регионального уровня, в том числе и в соответствии с поручением главы мы в наших государственной противопожарной службе во всех районах республики были созданы нештатные группировки, те, которые реагируют на тушение ландшафтных пожаров. Это более 280 человек. Они все обучены, укомплектованы и могут реагировать и применяться при тушении природных пожаров. Также благодаря поддержке главы республики в нашем подведомственном учреждении, это службы спасения, был создан так называемый специальный отряд. Это аэромобильная группа, 71 человек, которая может в любое время суток в любую территорию реагировать, в том числе и на любые чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мы также применяем их на тушение и на реагирование при тушении ландшафтных природных пожаров. А говорят же, что еще и самолеты-зондировщики будут задействованы. Да, в соответствии с поручением президента Российской Федерации с 2022 года на территории этой республики проходит, так бы сказать, пилотный проект по искусственному вызыванию осадков. Мы вместе с Центральной аэрологической обсерваторией, это подведомственное учреждение Росгидромета, данную работу проводим. Также благодаря поддержке главы республики был переоборудован воздушное судно Ан-26 полярных авиалиний в серии «Атмосфера». Он уже у нас и применяется уже с 2023 года. Хочу отметить, что это воздушное судно, первое гражданское воздушное судно с отечественным оборудованием. Полностью его оборудование это отечественных производителей, отечественных заводов нашей Российской Федерации. Да, это мы данный опыт уже небольшой, но уже накапливаем. В 2023 году применялся данное воздушное судно тоже, ну а также применялось воздушное судно Як-40 Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета. И тактика применения двух одновременно самолетов показала свою высокую эффективность, учитывая нашу территорию нашей республики. Одновременно работали и на северо-востоке, и на южной или юго-западной территории нашей республики. Но хочу сказать о том, что
хочу пояснить, все-таки тушение осадков, тушение природных пожаров с применением искусственного вызывания осадков или применением воздушного судна, это все-таки на тушение лесных пожаров, это все-таки федеральные полномочия. Мы действуем в рамках региональных полномочий, это по снижению класса пожароопасности или увлажнению этой территории в интересах сельского хозяйства. Это превентивная мера, и в этом году также мы планируем в рамках государственного контракта, который заключает наше подведомственное учреждение служба спасения, также применять 2 воздушных судна, и Як-40, и Ан-26 полярных авиалиний. Думаю, тот опыт, который мы наработали за эти 2 года, мы и дальше проведем. Также учатся и специалисты из службы спасения для работы с данным оборудованием и данной технологией. А самолеты Б-200 привлекаем только по федеральным полномочиям? В рамках соглашения между правительством республики и МЧС России мы привлекаем силы и средства федеральные, в том числе и МЧС России, и вертолеты, и самолеты. В предыдущие года мы также применяли, вы помните о том, что мы и применяли воздушные суда и Министерство обороны. Также при необходимости привлекается воздушные суда с водосливным устройством. Это и на Ми-8. А Б-200 также тоже применяется, но здесь идет из его технических возможностей мы должны обеспечить все-таки наличие безопасного участка забора воды, и это или река, или большое озеро. Но эффективность и в рамках этого соглашения МЧС России мы привлекаем. Дмитрий Николаевич, ну что ж, большое спасибо за содержательную беседу. Спасибо, что нашли для нас время. Приходите к нам еще. Очень хочется надеяться, что после просмотра этого интервью многие для себя сделают необходимые выводы в части пожароопасного сезона и будут нести большую ответственность. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.